Hayırlı iş. Во-первых, sizni borig'izni da qutlaymiz. Student kuni bugun. Ну, student kuni ul bitbik shunday mana жаңа жылдан da zo'rroq bayram da student ul. Mana eng qiziq, eng shunday vaqt edi kishining bular student chog'ida. Onasi umr bo'yi shuni esga olasiz. Qo'y bir kishining umr bo'yi shul studentlar bilan do'stlar qola. Qo'y bir kishi uylana shul student bo'lganda edi. Mana men KXTda o'qidim birinchi institut. Men o'yladim, bizning gruppada 30 kishi 9 qiz mexaniki. Представляете? Men думаю, nega bular kirganlar mexanik bo'lib KXTga? Ondan so'ng men yana o'yladim, bildim. Stroyatga borgan edik, ikkinchi kursda barsida kuyovga chiqdilar. Yigitlar ko'p. Bugun bizning bek qiziq kisha, bek shunday toniqli qiziq munda yigitlar, mana bek e'tibor ettirib tinglagiz, bek foydali sizga, shunlarni tirib tinglagiz, qarag'iz. Вот. Biz endi ishoralarni bo'lgan qadar mana biz iftorlarga azillanamiz. Uraza yeyishda ishlaymiz endi. Mana shular endi narsa uraza, nindi sizning niyatlar, nindi sizning fikrlar, nindi uning ishtaligi. Mana shuning endi bugun bizning bu yil bizning shtabning barakat bo'lsin, foyda bo'lsin, o'ngishlar bo'lsin. Shular endi biz uni boshlaymiz bugun duo bilan. Mana bizning qonaqda bek bilgan shunday hafiz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق واغفر ذنوبنا بعناية القرآن حويلك سكرات الموت بشرافة القرآن اللهم اهدنا الصراط المستقيم اللهم اهدنا الصراط المستقيم رب اغفر لي وارحم أنت خير الراحمين برحمتك يا رحمن. Benim ismim Ruzel, şundan sonra benim bilen elimde Рамиль, Азат и Марсель. Все мы из Казани и хотим вам рассказать про тему родословной, про тему шаджара, насколько его важно знать, почему важно знать, почему значим родословная в этом мире, в этой жизни и в настоящее время. Мы уже как организация Uyuşma gibi biz 2021 yıldan o'zimizning ishimizni olib boramiz. Bizning eng tugal uyushtiruvchi ul Ramil. Ramilni ko'ring, Ramil mana qiridag'ina shopirtqina Samsiz. O'zi обычно, да, блогер zo'r, Instagramda страницасы бар. Рамиль генеалог. Кому интересно, можете зайти на сайт и посмотреть. Так, boshda o'zimiz турында сөйләп кеткәнче, men shajara турында сөйләр идем. Кто знает, что такое шаджара? Ага. Шаджара это род с родом идет. Например, шаджаратул пророк Мухаммад, салам. От времени пророка до сегодняшний день, поколение поколением, можно сказать, что корень. 7 поколений, как в исламе известно, что 7 поколений надо все знать. Кто твой отец, кто твой дедушка, прадедушка, вот так 7 поколений. Это называется на арабском слове шаджара. Да, спасибо большое. Очень содержательный ответ. Но есть слово шаджара, а есть слово родословное. И они чуть-чуть отличаются между собой. Шаджара ол, родословные домашние. Родословные ол, поколенная роспись. Это свод записей, которые показывает родство от современного более к древнему человеку. Шаджара это уже свод информации, не только поколенная роспись, но и информация о легендах, о каких-то подвигах наших всех предков, которые были. Шундай хәл. Кыскача инде шаҗара ул нәсел, ыру тарихы. Кемгә күренми, менә монда килеп утыра алалар. Мин бер сүз дә әйтмим. Мин үзем менә монда бар килеп идәнгә дә утырыр идем. Так, шундай хәл. Шаҗара нәрсә өчен
Шаджара килеп чыккан. Бу сорауга у нас на этот вопрос, зачем нужна родословная, он уже в принципе ответил наш гость Хайреддин Абый. Но кто-то еще может сказать, зачем нужна родословная? Почему она появилась вообще в корне? Шунды кровосмешениялар булмасын өчен, кровнородственные связи, чтобы все эти узы не переплетались между собой. Для этого в основном использовалась родословная. Так, шуннан соң әйдәгез тагын. Безгә бу ничек булыша ала? Какую выгоду мы можем получить от изучения шаджара или от изучения родословной? Скажите кто-нибудь. У нас еще есть призы для самых активных. Подарки там хорошие. Родословные можно изучать. Для чего? Для того, чтобы узнать, какие болезни были в роду, и какие генетические, не генетические, что, чем болели, от чего умирали. Все это можно проанализировать и в итоге прийти к какому-то выводу. Чем себя ограничивать, чтобы чем-то не заболеть. Еще одна такая большая причина, почему нужно изучать родословную, это показать свою принадлежность к какому-то роду. То есть принадлежишь к какой-то этнической группе, не знаю, татарам, башкирам и следующее. Найти своих родственников. Кому-то не хватает общения, кто-то остался один. Эти люди стараются найти своих родственников из ныне живущих. А это способствует объединению семьи. Гаиләне берләштерә шәҗәрә. Безгә күп кеше инде өйрәнү нәтиҗәсендә килеп рәхмәтләр укып йөрүчеләр бар. Бергә җыелышып, шәҗәрә агачын куеп, Коръәннәр укып, инде бөтен бабаларыбызның, төп бабаларыбызның исемнәрен әйтеп, шуңа дугалар кылу традициясе, гореф-гадәте бездә әле дә татарларда сакланып бара. Аны бетермәсә идек, бу традиция бездә калсын иде, без әби бабаларыбызны онытмаса идек. И давайте пройдемся по основным людям. Это у нас кто? Маржани у нас один из тех людей, который начал говорить про значимость татарского языка. Про то, что татарский язык уже к 19 веку стал беден относительно научных терминов, каких-то литературных слов, и нужно развивать, нужно давать вид татарскому языку. Это один из первых людей, который начал в принципе говорить про тот татарский язык, на котором мы сейчас разговариваем. Кто это вообще Каюм Насыри? Он начал воссоздавать татарский литературный язык. Он начал давать вид татарскому литературному языку. И помимо всего этого, он еще много календарей написал и много внес в традицию вообще родословной. Риза-ад-Дин Фахреддин еще один из видных деятелей, кто внес значительный вклад в формирование татарских родословных. Огромный труд Асар есть, где вы даже можете найти информацию о своих предках, если ваши предки были из числа духовных каких-то деятелей. Муэдзинов, мул, ахунов или еще кого-то. Асар, том 1, том 2, том 3. В открытом доступе есть, можете почитать. Ну, это я к тому, что у нас традиция родословной, она как бы независимо от того, что не такая популярная, как у казахов там или башкир, она была, про него писали. И помимо вот этих 3 людей, которые были принесены, много было и других, кто говорил про значимость всего этого. И давайте про генеалогический центр 7 поколений вкратце расскажу. Мы работаем с 21 года. Нами уже изучено не 370, на данный момент нами уже изучено 766 родословных всего в общем. Эти родословные, они относятся к территориям Башкортостана, Татарстана, Марий-Эл, Ульяновская область, Самарская область, Оренбургская область, Чувашия, Пензенская область, Мордовия,
Астраханская область, Нижегородская область, безусловно. Здесь у нас большое количество представителей нижегородских татар. Наша специфика какая? Такая организация в Татарстане пока что одна и единственная. Мы одни и единственные, и мы специализируемся именно на татарских родословных, на татарской генеалогии. Но мы не ограничиваем себя, мы изучаем и башкирские, и вообще родословные мусульман. Также у нас есть опыт в изучении адыгейских родословных, осетинской, была кумыкская родословная, одна помню. Всех их объединяет арабица и язык тюрки в большинстве своем. Вкратце старотатарский язык. И у нас все родословные, они подтверждены архивными документами. Мы все подтверждаем фондом, описью, делами и архивом, откуда взята это тот или иной документ. Так, скажите, пожалуйста, есть среди нас те, кто уже изучал свою родословную? Да. В чем наша уникальность? Когда мы изучаем какие-то родословные, да, именно татарские, мы ориентируемся не только на архивные документы региональных архивов, именно государственных архивов. Мы также включаем или изучаем документы из различных библиотек, из различных библиотек различных институтов научных, отделов редких книг и рукописей и так далее, и так далее. Например, это у нас родословная была по деревне Карашам. Этот документ был составлен в 1948 году муллой деревни Карашам, ныне Зеленодольского района РТ. Здесь он написал от начала, от первого предка в этой деревне, от первого человека, который начал жить в этой деревне. И дальше продолжил и описал всех основных людей, от кого сейчас происходят корни. Здесь мы расписали имена всех людей. Вот. Эти документы, этот документ, он хранится в отделе редких книг и рукописей библиотеки имени Лобачевского Казанского федерального университета. Достаточно немалое количество документов. Как оно туда попало? Университет проводил различные археографические практики, где студенты ездили в деревни и смотрели такие уникальные рукописи. Может быть, если бы это не отдали, этот документ был бы утерян или про него никто бы и не узнал. Дальше. Родословные также мы изучали по деревне Зубаирова. У нас сам Рамиль Аскатович, основатель компании, из деревни Зубаирова. Я, когда искал в свое время документы в библиотеке, наткнулся на книгу, которая была составлена в 1952 году Саттаровым Закиром, муллой, неофициальным муллой этой деревни, который родился в 1887 году. В этой маленькой книжке, брошюрке, он описал вкратце основание деревни своими словами. От начала и до момента 1952 года. И расписал вообще всех жителей деревни в этой тетради. На основании этой тетради можно сделать, в принципе, родословную своей деревни. Ни одного не пропустил, и мы по архивным документам даже проверили. Мулла был гениальный, знал всех людей. Это просто уникум, супер круто, я считаю. Жители деревни очень обрадовались, потому что они давно потеряли вообще связь с этой книгой. Все знали, то есть, про эту книгу, но думали, что она пропала, утеряна. И когда мы нашли эту книгу, эта деревня как бы была очень благодарна нам. Ну, деревня Зубаирова Актанышского района. Вот. Такие интересные документы у нас попадаются при исследовании, при изучении родословных. И у нас основной документ, представляющий информацию для татарских именно родословных, это метрические книги. Это документы о гражданском состоянии. На этом старотатарском языке писали не только в Татарстане, в Башкортостане, в Тюменской области, по всей Сибири, на территории Казахстана, в Уральске, в Акмолинской области, на территории Астрахани, вот. Да и вообще, в принципе, практически по всей России.
На Кавказе, Кавказ якларында писали на тюрки в большинстве своем, но встречаются и арабизмы. Смотрели там лезгинские родословные, не метрические книги были не на лезгинском, они были на тюрки. Была аварская родословная, аварцы писали на арабском. Адыгейская была еще практика. Адыгейцы они писали на русском сначала, потом на арабском. Вот такая интересная наблюдение. Браки регистрировались обязательно в родной деревне невесты. Если мы не знаем, откуда родом невеста, то есть прапрабабушка какая-нибудь, мы не сможем найти информацию о заключении брака на предков какого-либо из родителей. Но брак это очень значимый документ, потому что там пишется информация о возрасте, о имени и отчестве, о том, сколько калыма было отдано. Чем отличается махар от калыма? Махар это подарок непосредственно невесте. Калым это подарок непосредственно родителям невесты. Когда в браках, в никахах пишется про махар, а там написано махар, столько-то рублей, обычно, что? Обычно это это калым обязательно, потому что традиция калыма в арабском, в мусульманском мире нет, и она как бы трансформируется как махар. Махар обычно встречается, если брать территорию Татарстана, в среднем на 1900 год 80-100 рублей. Средняя лошадь стоила около 30-40 рублей. И вот считайте, если махар указан как 100 рублей, то можно... А сколько сейчас лошадь стоит? 70 тысяч. Нет. 90. 200 где-то тысяч стоит лошадь. И представьте, посчитайте, около 500 000, может быть, получится. Дай бог. Шунды кыйбат, шунды бой кишилер яшаган дип әйтсәң дә була, конечно, но заманасы хәзер икенче. У татар многоженство было. Например, у меня в роду, у моего деда Жиханши было 3 жены, и у него одновременно за несколько лет там родилось за 1 год от 3 жен родились дети. Такое было несколько раз в 83-м, 86-м и 87-м году. И все эти переплетения, они, конечно, затрудняют, в общем-то, изучение родословной, но, тем не менее, все очень интересно. Это сколько человек работал, представьте себе, когда у него 3 жены указаны, сколько он работал, сколько он впахивал для того, чтобы обеспечить всю эту семью. Хазерге вакытта 3 хатын тәэминләп туру бик авыр. Разрешение разводов. У православных, в принципе, не было разводов. У татар-мусульман, в принципе, у мусульман России были разводы. Это специфика как раз-таки родословных. Если мы говорим про православных, там на 1900 год их вообще, в принципе, должно было одобрить Святейший Синод. Потому что в природе не может существовать развод у православных. Когда ты венчаешься, ты во веки веков обещаешь перед Богом быть со своей любовью всей жизни. Ты перед Богом обещаешь это. Но бывает такое, в 1900 году там Святейший Синод, все-таки там практика разводов была. 1009 разводов было за 1900 год по всей Российской империи на 1900 год. Это крайне мало, и в большинстве своем этим пользовались привилегированные сословия. Там купцы какие-нибудь, мещане. Но если тебе одабривали развод у православных, ты автоматически должен был принять монашество. Поэтому крайне редко приходили к такому. Может быть, из-за этого. Большая сословная мобильность. У нас переходов из одной категории населения в другие очень большая. Как и, в принципе, категории населения у татар были большие. Там типтяри были, башкиры,
ясачные, служилые, купцы, мещане, бобыли, солдаты и так далее и тому подобное. Чувальщики, бухарцы, все они встречаются и в метрических книгах, и в переписях населения. И они постоянно менялись, эти сословия. Если человек, допустим, был тептяр, он мог выкупить землю и становился уже башкиром. Башкир – это человек, у которого была наследственная земля до революции. И сильные искажения в русскоязычных документах. Имена у татар могли писаться абсолютно по-разному. Допустим, имя Рустам могли написать как Рыстям, Рюстем, Аристам, Растам и так далее. Это все, конечно, может быть, немного усложняет весь процесс поиска. Так, что еще? Самые значимые документы у нас хранятся в архиве Республики Башкортостан. Это вот как раз-таки метрические книги. Собственно говоря, основной документ для изучения татарских родословных. Они хранятся в фонде И-295. К сожалению, их в открытом доступе нет, и нужно запрашивать в самом архиве, либо через каких-либо людей, которые посещают читальные залы архивов. Здесь хранятся документы не только по территории Татарстана, Башкортостана, но и Ульяновска, Чувашии и вообще всех мест, где проживали татары, вплоть до Якутии и Астрахани. Вот. А вот каким образом происходит процесс получения информации? Вот интересно узнать свой родословный. Просто и надо прийти к ним мощно, такой, здравствуйте, я хочу узнать о своей родословной? Нет. Важно сначала понимать, где хранятся документы по тому населенному пункту, откуда происходят ваши предки. Это обязательно, потому что если вы придете, допустим, в Государственный архив Республики Мордовия и прошу изучить мой род, с таким запросом, требованием, вам скажут, у нас таких документов нет, прошу обратиться там в какой-то из архивов. Могут и не сказать в какой. Вас спросят самые основные данные, которые нужны для начала поиска. Это фамилия, имя, отчество вашего предка, который родился до революции, то есть до 1918 года. Дальше, год его рождения и точное место рождения. Это самые 3 основных факта, которые вы должны знать для того, чтобы начать хоть какие-то поиски. Именно в архиве, конкретно именно в архиве. Продолжая тему родословных. Родовая тамга – это один из значимых вещей в традиции татар. Родовая тамга или печать – это подпись, которую ставили представители одного рода. Вот, допустим, есть двоюродные и троюродные родные братья. Они все ставили какой-то символ. Ниндидер тамга булган. Һәрбер руда. И ул тамганың рәвеше нәрсәнедер аңлаткан. Кемнекедер есть, например, очень популярно, бик популярлаштырылган Кырым татарларының тамгасы. Нәрсә ясалган анда? Yok. Менә мондый. Трезубец шикелле. Да. Нәрсәне аңлата? Нәрсә дип уйлыйсыз? Это изображение формы лука. В корне своем он означает лук. Также и другие родовые печати что-то могут значить. Какую-нибудь профессию или кем они были. Вот, как-то так. И, допустим, если син үзеңнең нәсел тамагыңны ниндидер документка куясың икән, ул синең менә шул куйган тамгаң киләчәктә бөтен ыруыңа тәэсир итәргә мөмкин. Это может сказаться отрицательно и положительно на всем твоем роде, на всех представителях этого рода. Если, допустим, берешь кредит какой-то, не знаю, неразумное, да, решение какое-то принимаешь, ставишь тамгу, и потом приходят к тебе родственники. Эй, зачем ты взял кредит? Сейчас нас требует кредит. Требуется всего рода. То есть тамга имела большую юридическую силу, нежели наши сегодняшние подписи. Тамга – это изначально принадлежность к какому-то роду.
позже, в 19 веке, это уже просто подпись. В 19-20 веке, потому что традиция рода у нас, у татар, постепенно исчезает. Ввиду того, что мы народ-государственник, мы развитый народ и оседлый. Уже достаточно долгое время. У кочевников это еще продолжается. Кочевники из-за того, что вот у них традиция родов идет издавна и сейчас идет, они не могут объединиться как надо. А татары, они едины, и они объединены. Но и традиция там уже, ну, как бы, она уже не такая уже и значимая, даже если она есть. У нас есть 3 основных продукта. Это родословные стандартные, которые связаны со всеми документами, которые созданы до революции. Множество людей на сегодняшний день знают советскую свою часть истории, дореволюционную не знают. И это самый ходовой у нас продукт. Расширенные исследования, где мы изучаем личные дела, социально-экономическое состояние и то, какая профессия была у наших родственников. Барсы, да? Расширенная да, и родословная книга. Родословная книга включает в себя всю информацию и стандартной, и расширенной. Аннан соң без бибабаларыбыз белән, өлкән кешеләр белән интервьюлар ясыйбыз. Интервьюларны хәтердә саклап калсын өчен, киләчәк буыннарыбызга биреп калдырыр өчен ясала торган әйбер. Шундый продуктлар безнең бар. Менә безнең шундыйрак әйберләр ясыйлар. Монда үрнәкләребез бар. Алып килдек барысында. Карарсыз килеп, кемгә кызык икән. Шулай ук без авыл тарихы китапларда язабыз. Мәсәлән, бу безнең Чувашстан республикасында Татар Шорты дигән татар авылы бар. Шул авылга багышланган китап. Бу китап авыл кешеләре җыелган акчага чыккан китап. Авыл халкы үзе бездән сорап бу китапны чыгарды. Бу китап где-то якынча 500 бит. Монда 8 архив документлар җыелган. В этой книге собраны документы из 8 или 9 архивов, в общем-то. Это архив Республики Татарстан, Ульяновск, Чувашия, Башкортостан, РГАД, Российский государственный архив древних актов, исторический архив, потом архивный отдел Института языка и литературы, архив Министерства обороны и Российский государственный архив военной истории, где хранятся документы о Первой мировой войне. Это у нас примеры оформления родословных древ. Моны безнең дизайнерыбыз ясый, менә Азат, мастер своего дела. Бу безнең шәҗәрә Яушевлар шәҗәрәсе. Кто-нибудь знает, кто такие Яушевы? Это известный дворянский род. Бу нәсел бик мөһим нәсел булган. Һәм Яушевлар нәселе мәчетләр салган, мәдрәсәләр салган, благотворительность хәйрия белән заниматься иткән. Моны безгә бер кеше заказ биреп, без шуны ясадык. Монда шәҗәрә 1480 елдан бара. Ак Суфи дигән кеше нәсел башында тора безнең монда. Кашкар авылы Арча районыннан. Баса инде әнә шул Зөбәйр авылы. Зөбәйр авылы Актаныш районындагы Рамилнең шәҗәрәсе бу. Монда инде нәсел тамгасы. Родовая печать здесь выглядит вот таким образом. Это у нас родословные Альбетковых. Здесь родословная вышла очень интересно. Бик кызыклы. Чөнки булар бөтенесе дә ханский усадьбада яшәгән татарлар. То есть у нас история Касимовского ханства, она теряется в 1680 году. 1680 елда Касим ханлыгы юкка чыга. Налоглар килми башлый. Ханская усадьбаны обеспечивать итәргә акча калмый. Һәм бу ханский усадьба киләчәктә Симонов исемле статский советникка күчә. А вот этот статский советник Симонов, которому переходит все ханское имущество касимовских ханов, он в свое время начинал карьеру с дворца. Он был просто обычным человеком, который отвечал за хранение посуды, которому позже начала принадлежать вся ханская усадьба. И
все придворные люди и шул территорияга кірген бар кішілерді аның кішілері болып санала башлаган. Вот, шул. Бірәр кіші менің әйткәнні аңлады ма? Aman sine sevdiğim, sevdiğim aman sevdiğim, sevme şişemeli, sevme şişemeli. Erişsen sürürken suların, erişsen sürürken suların, süzmesin de solduğunu. Hayda mele eldirmişke, hayda mele, şişeye şişemeli, şişeye düşemeli. Aman sine siyem diyor, siyem aman sine diyor, serme şişemeli, serme şişemeli. Kayınlar arasına, kayınlar yanına, erkekten sinirli, etrafına kaldırma, sırrın sırrın kaldırma, silahlıkla kurdurma, üzermezmesin üzerine, Vayse kayınlar, vayse zil, ayrılık iktidarım, yalnız kayınlar, başkanımın, niyanetin iktidarım, vayse kayınlar, vayse zil, ayrılık iktidarım, yalnız kayınlar, başkanımın, niyanetin iktidarım. Sindiklara